Всем привет! Собрался в поход за чагой снова. Снова поеду на машине. Загрузился, вот так это все выглядит. Сегодня взял корыто. Зачем я это взял? Чуть позже расскажу. Загрузил также лыжи, рюкзак, сменную куртку. Ну, в общем, поедем. Вам приятного просмотра. Ставьте лайки, дизлайки. И я вам буду снимать, показывать все, как будет происходить. Погнали. Ну вот, ребят, я уже в тайге, в сосновом лесу. И сейчас я в двух словах расскажу о сегодняшних планах. Первое — это корыто. Видите? Никогда на сбор чаги я никогда не брал еще корыто. Сегодня взял, потому что, знаете, вот прошлый раз я здесь ходил, вот начало прошлого похода, здесь я начинал, проходил и искал чагу. Возвращался вот по этой буранице, которая тут ездила мотособака. Сегодня в планах у меня, вот здесь я буду сейчас, в данный момент с утра, идти впустую 2 километра. 2 километра пройду, оставлю вот эту корыто это. Ну, в общем, сани, смотрите, постоянно она вот так хочет перевернуться, что-то вот не то. И поэтому я таким санями не люблю возиться. В общем, там я оставлю эти сани, волокуши. И дальше буду идти уже, как обычно, ходить, искать. Если найду, чтобы вывозить оттуда не на себе 2 километра, а на этих санях. Потому что здесь колея такая хорошая, именно вот как будто не широкая, под сани вот так сделать. Вот. Прошлый раз, где я закончил сбор чаги, там мне показалось, что там много берез еще. И ну, не поленюсь, схожу, проверю, будет, нет так нет. Сами вот едут не так, как надо. Ладно, давайте посмотрим, удастся ли сегодня мне набрать полную сани чаги. В прошлый раз получилось у меня 23 килограмма собрать, это я на себе выносил. Сегодня, конечно, будет легче на санях, но и в то же время сперва надо найти. Все, я погнал. В конце этой бураницы включусь. Ну, если будет какая-то птица или зверь, следы, обязательно буду включаться, показывать. А так, тайга пустая. Выпал снег, между прочим, сегодня сантиметров 7, наверное. Очень много снега с деревьев просто выпало. Оттепель хороший был. Вот смотрите, все в снегу, в комочках. Прям дождь 2 дня шел. Переменчивая погода. А сегодня опять снегопад. Снег не прекращается. Вот смотрите, мои следы там, лыжня. И очередное дерево свалилось. Ну, я, в принципе, дошел. Я на месте. О, сейчас хорошо. Как после дождя ходить. Вообще классно. Вот здесь я корыто и оставлю. Вот мой трек. Вот. Где эта синяя точка там. В общем, я записывал вам первое видео. Ну и прошел я 1,5 километра за 26 минут. 26 минут 1,5 километра. Это уже, ну так, спокойным шагом, но, как сказать, немедленно. 26 минут 1570. Так, надо сейчас точку мне поставить. Интересно, как добавить. Все, точку поставил. Как бы точка есть. Отлично. Здесь оставили вот так сани стоя. Всяко разные люди бывают. Бывает из-под ног. Ничего не видят, скажем, на мотособаке приедут там и куда-то в небо смотрят, едут, задавят там. Вот.
Ну что тут? Конец дороги, во-первых. Дорога здесь заканчивается. Вон оттуда я пришел. Вот. Лыжня, вон там лыжня одна, вот здесь вторая лыжня у охотника или рыбака. А я пойду по своей лыжне туда, и там уже я вижу березы. Вот где я последний раз чагу собирал, вон оттуда и начну и буду ходить. А там уже как получится. Снова я буду ходить по новым местам, по незнакомым. Не знаю, что там нас ожидает. Вообще ноль я здесь знаю. Ни разу никогда не ходил. Ни разу вообще. Что там ожидает? Будут ли избы там или какая-то яга, какой лес. Вот здесь я когда шел, здесь 1,5 километра, один заезд там перешел дорогу. Ну не стал уже я включаться. Ну свежие следы, вот по этому снегу уже бегал. Но утром. Радиатор, ребят, закипает. Прошел вот эти. Какое место. Так. Ну пока все по нулям. Да, конечно, сейчас шикарно ходить тут именно по лесу, где вот с деревьев все выпало и подморозило. Нормально. Вот. Тут пихтач. Местами березы есть, но тут ничего тайга мне не дает. Даем. Прошел вон там. Короче, тут вроде какая-то старица или озеро, непонятно. Вообще пустырь. Там лыжня чья-то. Я вот перешел здесь. Поднялся, блин. Снег хорошо держит. Прям. Вот на открытых местах более-менее труднее, а так вообще шикарно. Вот такое поле здесь. Может там когда-то и луг даже был. Ладно, сейчас идем дальше. Если честно, без понятия, куда даже идти. Что-то лес вроде березы есть, но здесь тоже низкорослые. Хотя там ельник. Не знаю, ребят. Что-то начало не очень. Где искать? В какую сторону идти даже? Сейчас на навигатор смотреть надо. Так, этот лес мне совсем не нравится. Здесь мелкие деревья. Так, ладно. Будем что-то думать. Я направляюсь туда. Но там хорошие места. И хотя там тоже нормально. Но вот там что-то увидел. Или береста отошла, или чаги там уже большие такие. Ну, надо проверить. В общем, пустой, блин. Совсем ничего тут нету. Честно. И там хрен пойми что. Чага или нет потом. Надо сходить заодно там за этим пустырем. Проверю. Какой-то ручей может здесь идет. Ну, нормально так. Идешь, ничего не находишь. Не ожидал, конечно, тут. Вот так спустился. Потому что сейчас, если скатиться, ну, на ногах трудно держаться. Живое дерево, а что там? Хрен пойми, ребят. Нижняя похоже на чага, а там, да, нижняя чага, а там отбили уже, наверное, взяли оттуда раньше. Сейчас попробую этот, посмотрим. Так.
Чага ледяная. Все во льду. Где-то с килограмм, наверное. Вот. Все во льду после дождя. Ну хоть что-то, начало за первый час поиска. Ну вот так дается она, ребят. Чагенция, блин. Мешок. Слабые мешки быстро рвутся, тонкие какие-то. Я сказал, вот 1,5 килограмма. И сегодня, ребят, подписчики мои, я взял новые весы. Давайте вот этот взвесим. И потом уже в конце тоже. Такие весы. Так. Все. В килограммы перевел. Сейчас глянем. Кило ты. Так. Вот. Бля, обнулил. А нет. Нет. Все правильно. Кило 665. Ну, кило 600. Кило 600. Кило 600. Ну, примерно вот так. И думал, что где-то 1,5 килограмма. Когда много ходишь и занимаешься этим, вес уже начинаешь определять. Или скажи, когда дальние расстояния ходишь и начинаешь понимать, сколько ты прошел расстояние при стрельбе, скажем, вот ты сезон охотишься, и когда часто стреляешь, уже начинаешь определять расстояние от стрелка до мишени, там, вот, до дичи там. И здесь вот, в принципе, не ошибся. Ну, плюс-минус 100 грамм это. Вот это первая чага сегодня. Еще видел в 2 местах на пне старые какие-то чаги. Я даже не останавливал. Ну и сейчас по советам подписчиков я даже не стараюсь собирать чагу из мертвых деревьев. Беру только вот от живых деревьев. Все хорошее из мертвых деревьев оставляю. Ну если очень-очень уж хорошая чага, скажем, вот мертвое дерево, но она еще год-два там стоит, это в принципе даже чага, думаю, там отлично. Дятел. Ни одного следа нету, даже белок нету, вообще ничего нет. Это да. Там еще мне пишут, чтобы я охотился. Вы, ребята, даете. Почему вот меня не слушаете, что я говорю, показываю? Была бы дичь, я бы с удовольствием, конечно, с ружьем бы ходил. И на такие расстояния, на, скажем, 7 километров расстояния, там все равно ты кого-то увидишь, чтобы добыть. Хоть рябчика, хоть косача или изредка глухаря тоже. Ну, смотря по какой тайге ходить. Ну, пока у меня оружие вот. И это будет круглый год. Потому что сейчас в феврале охота закроется, а с этим оружием еще можно будет ходить и весной, и летом, и осенью, без разницы. Дальше будем ходить в походы за чагой. Что-то есть. Вон он. Не крупный.
образуется, но такие чаги хорошие, конечно. Даже непонятные они какие-то мягкие. На дереве только образуется вот она. Это чага. Я нашел. Больше нету. Два таких маленьких. Но места хорошие здесь. Вообще класс. Тоже капкан здесь стоит. Проходной капкан. Следов нету. У охотника давно не приходил проверять. Так, ладно. Вон он. 3,5 метра высотой. Сейчас я на штатив поставлю видеокамеру и поближе поснимаю. Хоть поближе разглядеть, что за чага там высокого. Сейчас глянем. Вот, смотрите, ребят. Прям шикарная чага. Вот видите. И как высоко он стоит. Там еще. Сейчас. Там еще выше есть вторая. Ну вот так, если я вот стою и смотреть на чагу, вот как высоко. Я не знаю, как раздолбить это. В принципе, в вон случае есть тык-тык-тык. И грохнешься потом. И будет лафа. Можно было взять гвозди. Взять гвозди, скажем, 120-ки. Вот так. Лестницу. Раз. Два. Три. Все. Достаточно. Вот 3 прибить. 3 таких шеста. Вот. Классная лестница получилась. И я бы уж достал до этой чаги вон торчит. Если взять вот эту чагу, это будет уже, скажем, 5 килограмм. Ух, такой рюкзачок. А внизу вообще ничего нету. Пусто. Короче, здесь ковырнул, нашел вот такие наросты небольшие. Вон одно уже сбил, и второе дерево там еще с тягами. Не крупные, но они есть. Так что здесь килограммчик наберем. Еще тут вот дерево, да. Это уже нету. Тут только. Три. Вон там хорошие, она. Бел. Второй там. Ладно, куски там. Самые хорошие. Вот, здесь не осталось. Тут тоже не крупные. Что-то есть. Отлетают далеко. Ух ты! Бля, крошится. Нифига.
Фу. Интересная какая-то чага, конечно. Дерево такое, блин. Чага крошится. Охрана. Как осколки летают. Так. В общем, здесь где-то полкилограммчик. И там еще полкилограммчик. Но с двух деревьев килограмм. Ну, грамм 800, наверное, набрал. Но хорошие, отборные здесь хорошие чаги. Мелкие, она коричневая. Сейчас вон туда пойду. Свежий снег выпал. Сразу стало все белым-бело. Представляете? На глазах все снова меняется. Там тоже вижу чагу. Интересно, конечно, там ситуация. Только лыжи придется снять. Ха. Даже думаю, я достану оттуда. Дерево свалилось, как мостик там получилось, ребят. Да, интересно, интересно. И чага-то неплохая. Да, тык-тык-тык. Попробуем там подниматься. Большое дерево. Так, камеру я установил. Сейчас вообще сниму лыжи и буду подниматься по дереву. Как получится, поглядим. Последний герой. Ну что, добраться. Будем отбивать. Блин, осколки, конечно. Вот он, ребят. Хорошая чага. О, все. Отбил. Все хорошо. Чуть-чуть. Чуть-чуть не упал. Все. Все класс получилось. Все классно. Чага наша. Так, топор. Добыли вот такую великолепную чагу. Там что-то интересно тоже. Сейчас тоже посмотрим на том дереве. Там вроде тоже чага. Это дерево, ребят. Это дерево. Я думал, чага со стороны обледенело, черное что-то. После дождя корка льда образовалась. И вот на спусках прям очень жестко. Она края
этих лыж изнашивается камус. Очередной такой старица или непонятно, или просто ручей. Не помню уже который раз сегодня я перехожу. На 4 раза или 5 может даже уже. Переход такой. Вот. Пока я отдаляюсь от саней. Все дальше и дальше. Хотя уже рюкзак немножко тяжесть уже начал чувствовать. Так, ладно. Здесь очередная горка. Поднимаюсь, и вон такая чаща-то. Очень густой лес. Картина повторяется с хорошей чагой. Где-то 6 метров выше от земли. Вот. Там совсем уже очень большой. Такой кусок хороший, жирный. Если бы это еще взять, и те, что сегодня видел на деревьях на высоте, то я бы, наверное, уже еле-еле шел. Но это совсем уж большой. А внизу вообще нету ничего. Запарился. Очень жарко. Смотрите. Вот они. Очень высоко. Вон там за этим пустырем там ходил, там одно видел, там снимал. Очень высоко и здесь. Вот палкой я достаю. Вон. Вот. Если отбить. Такая приспособа я еще ничего не сделал. И вот видите, я теряю много. Надо что-то придумать. Какой-то тоненький рессору надо. Из рессоры что-то вот. Какое-то пешню сделать именно из рессоры. Хотя бы от УАЗика. Кусок рессоры, если будет, найду. Такое лезвие сделать, чтобы туф-туф бить. Вот. Тоже, чтобы немножко тяжелый был. А легким вот это просто не отбить. Чуть-чуть я не достаю. Сейчас попробую, помашу там рукой, на топором-то есть, но вряд ли у меня получится, конечно. Да, это надо чай попьем. Здесь ветра нету. Сегодня шатает деревья. Хрустит лес. Слышно. Покажи, сколько там. Вот. Видите? Где-то вот если вот так бить хорошо, а уже когда ты хороший, приятно. Ну вот. Кусок все-таки отбил. Получил, конечно, по шее, но ничего страшного. Хороший, где-то грамм 500-600. Сейчас можно и чай попить. Весы некуда повесить. Бля, хреново включается он. Сам включается. Весить некуда. Ага. Кило 300. Кило 370. Вот. Я думал 600 грамм. Кило 370.
Ну, так что не зря я тут постарался. Мне получилось взять эту чагу. Там, конечно, еще есть. Выше еще один кусок, и это меньше половины еще осталось. Так что надо думать насчет пешни. Пешню надо сделать. Вместо этой палки, чтобы пешню носить, где-то 2 метра хотя бы длиной. Достаточно. Больше уже, когда еще длиннее палка, потом уже неудобно будет ходить. И так уже с этим 2-метровым путаница. Сейчас посмотрим, сколько я, как далеко уже от саней наших. Ого. Сейчас, короче, в пути я 2 часа 18 минут, 2 часа 18 минут, и прошел 4 километра 300 метров. Вот где я нахожусь, я тут есть, не знаю, видно будет или нет вам, чтобы без обмана было, показываю. 2 часа 19, 4 километра 300 метров. Прилично, уже прилично пошел. Так, не знаю, как дальше идти. Возможно, я здесь пойду туда, потом направо сверну, потому что рюкзак уже тоже как бы 3 километра нести не так близко и нелегко. Но не скажу, что еще очень-очень тяжелый он, но уже есть вес. В гору уже тяжело подниматься. Все хрустит сегодня.